Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Наталья Нейковчина. Я приветствую вас из центральной студии канала «Регионал». Отношение к старикам и людям с ограниченными возможностями – одно из лучших определителей здоровья общества. Никакие экономические показатели, никакая военная мощь, никакой политический вес не скажут вам о стране того, что скажут эти люди. Люди с ограниченными возможностями есть везде. Ограничение возможностей накладывает свой отпечаток на характер таких людей. И, пожалуй, самой яркой чертой становится желание быть нужным и полезным. В подавляющем большинстве такие люди хотят и могут работать. Мы все знаем, что трудоустроиться у нас в стране человеку с ограниченными возможностями более чем трудно. Что и говорить о возможности найти хорошую работу по душе, силам и оплате. Несмотря на это, у таких людей множество творческих и спортивных достижений. Именно о них мы сегодня и поговорим. Наша тема – люди с неограниченными возможностями. У нас в гостях Сергей Афанасенко, главный специалист центра Артико по вопросам людей с ограниченными возможностями. Добрый день, рады приветствовать вас у нас в студии. И Марина Векю, художник. Здравствуйте, спасибо, что пришли. И Сергей Соколов, методист центра Артика, спортсмен. Здравствуйте. Наша передача ведется в формате телемоста. Сегодня у нас на связи город Камрад, студия АТВ. Ольга, представьте, пожалуйста, своих гостей. Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые телезрители. Студия АТВ, сегодня с вами Ольга Третьяк. Да, положение самой незащищенной части нашего общества является лакмусовой бумажкой благополучия, или вернее неблагополучия общества. А наше отношение или отсутствие отношения к таким людям является индикатором наших человеческих моральных проблем, с которыми мы живем. Поэтому тема нашего диалога, с одной стороны, касается детей с ограниченными возможностями, их семей, их ситуаций, а с другой стороны, касается всех нас. Сегодня в студии АТВ в гостях Валентина Георгиевна Микотина, директор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Фиданджик» города Камрад. Гриша Плукчи, воспитанник реабилитационного центра, вместе со своей бабушкой Екатериной Родионовной Марарь. Наталья, мы в таком составе сегодня готовы к диалогу, передаем слово вам. Сергей Анатольевич, расскажите нам о своей судьбе и как судьба привела вас в центр Артика. Ну, если так начать с самого начала, то более долго надо будет рассказывать ко всем, как это получилось так, что я теперь являюсь сотрудником центра Артика. Ну, чтобы так коротко, когда я попал в эту ситуацию после аварии в 1994 году, то, как правило, 2-3 года человек ищет себя, где-то больница, реабилитация. И вот в какой-то момент, в 95-м году, в 96-м году, я первый раз увидел людей, которые играют в большой теннис. И вот спорт помог тому, что сейчас у меня все это есть. Это спорт и привел к тому, что я стал, будем так говорить, сам этот слоган «равные возможности», потому что равные возможности, оно и подразумевает под собой, что ты не имеешь никаких ограничений, только в каком-то передвижении физическом, когда там где-то бордюр или еще куда-то доехать нужно. И когда центр Артика строился, бывший дом пионеров, то меня попросили показать, как сделать пантусы правильно, и предложили остаться там на работе. И так получилось, что на сегодняшний день это единственное место в республике, где человек может приехать на машине, его могут привезти, и он в течение целого дня может находиться у нас в центре без никаких ограничений. Это самое главное, это подъездные пути, туалеты, все на одном уровне, и человек может целый день находиться и не испытывать никаких трудностей. Это самое главное. То есть вы работаете с ребятами с ограниченными возможностями? Это люди, которые молодые дети, молодые ребята, которые только попали в эту ситуацию, и мы для них организовываем. У нас есть секция по настольному теннису, секция по бильярду, секция по большому теннису, секция по баскетболу. Кроме этого, творческие, это уже расскажут ребята дальше, то, что они этим занимаются. И кроме этого, каждый месяц проводим какие-то мероприятия, чтобы их объединить, чтобы они вместе приходили и общались. Потому что самое главное, что дети, что подростки, что молодые ребята, которые попали в эту ситуацию, самое главное, это, как бы это ни звучало, что это не медицина, это все-таки общение, потому что люди все находятся дома,
интернет это не помогает, а когда они видят, что есть такие же люди, как и они, то это им дает силы, и каждый, все равно каждый смотрит друг на друга и что-то находит в себе, как сделать. Наверное, интерес появляется. Так это тяга общий. к жизни, потому что все познается в сравнении. Кто-то приходит, думает, вот я плохо хожу, или на коляске сижу не так как-то, а тут приходит, смотрит, а кто-то делает лучше, он начинает стремиться, хочет быть лучше, спортивный интерес появляется. Но кроме этого общения, там же не только там мужчины, женщины, девушки, мальчики, они общаются вместе, дружат, начинают между собой общаться, это очень важно. Потому что это не заменит ничто, ни интернет, ничто, это главное общение. И детки также занимаются большим теннисом. Детки занимаются большим теннисом. Естественно, самая большая проблема, как бы мы ни хотели, это самое главное, это проблема, что у нас, что в Камрате, что в других городах, это транспорт, как добраться. Хотелось бы, конечно, чтобы они больше приходили и больше бы уделяли этому времени, но все зависит от транспорта и от родственников, кто может приехать и кто может привести человека на такие мероприятия. А вы как долго занимаетесь большим теннисом? Какой промежуток времени? Ой, я занимаюсь уже 11-й год, и я 183-й в мире из 620 человек в мире. Я 183-й результат мой самый лучший. Это большое достижение для Молдовы в Это целом? не то, что большое достижение, это просто какой-то край, потому что я в прошлом году как-то так получилось, что я был в 9 странах и на 9 турнирах, и это огромный труд, и скажу вам честно, 44 дня летать самолетами в 9 странах на коляске, это подвиг, потому что это очень тяжело. Сначала это было интересно, но потом это очень тяжело, потому что ничего не приспособлено, и не только у нас, и в других странах тоже везде, только как бы не везде так есть. Хоть и нам и все говорят, что стремитесь в Европу, там все, там тоже не, там только в центральных городах, а там везде тоже не так уж прямо ждут нас. И поэтому я имею очень большой опыт и думаю, что в дальнейшем вообще в дальнейшем надо делать больше, чтобы было людей, не только один человек, Сережа Афанасенко, потому что у меня было больше опыта. Хотелось бы, чтобы было больше молодежи, потому что тяжеловато уже чуть-чуть, надо иметь, во-первых, надо иметь команду, и защищать страну надо иметь хотя бы 2-3 человек. Расскажите нам подробнее нашим телезрителям о турнире «Равные возможности». Этот турнир, самый главный турнир, это в чем его особенность, самое главное, это привлечь внимание. Это, кстати, можно предложить и вот во всех регионах, не только по большому теннису, в настольный теннис, в любую игру, которой не было. Это когда играют люди на колясках или с ограниченными возможностями, кто-то, который там опорно-двигательный аппарат, не только на колясках прямо, ну кто-то плохо ходит чуть-чуть, там на костылях, неважно как. И когда играет с ним человек, который на ногах, обычно это берется молодое какое-то поколение, какая-то общественная организация молодежи, потому что мы всегда тренируемся, мы все время в тени. Мы тренируемся вечером, нас никто не видит, а когда равные возможности, мы играем один человек на коляске, один на ногах. И, как правило, туда в команду берется бизнесмен, берется политик, кто-то. Вот политики пока до нас не дошли, они все как-то стесняются, только доходят бизнесмены и друзья. И скажу вам честно, первые 20 минут у всех происходит маленький шок, они не знают, как делать, но через час это все, мы уже пробовали большой теннис, делали настольный теннис, делали бильярд, делали боулинг вместе. Очень эффективно. Это надо делать всем. А с кем из знаменитостей вам получилась возможность сыграть? Ну, я играл в Москве, мой основной партнер Сергей Шакуров, знаменитый советский, ну, будем говорить, актер российский. Играл с Абдуловым, с Караченцевым, с космонавтом Вов, который знаменитый космонавт Муса Манаров, играл с помощником Ельцина. В то время мы с 99-го года нас приглашали до 2006 года мы ездили постоянно в Москву и делали эти турниры. И потом я уже потихонечку эти турниры здесь начал в Кишиневе продвигать. И уже наши артисты знаменитые, певцы, какие-то там более журналисты, чтобы привлекать внимание. Вот мы в Артика уже 3-й год проводим, даже с нашим персоналом, который тоже у нас в Артика есть наш персонал, да, тоже сначала было как-то необычно, не все стеснялись, а теперь у нас это проходит, и это очень хорошие встречи. А за кем обычно победа? Ну, честно сказать, побеждаем пока мы, потому что все-таки люди заняты своей работой и немного уделяют времени спорту. А с другой стороны, это очень приятно, потому что все-таки, ну, мы просто больше уделяем времени спорту. Но это очень, потому что вы даже не представляете, что это такое, когда ты человек на коляске, побеждаешь человека на ногах, это, честно скажу, это очень приятно. Оно очень сильно заводит и как-то
Ну, Дает какой-то это тонус. стимул, это тонус, стимул, и поверьте мне, что это надо делать постоянно и даже раз в месяц, потому что тогда люди будут более добрее и более будут по-другому к этому относиться, потому что вообще сегодня я вам скажу честно, что вот я чуть даже очень даже рад, потому что вы на самом деле сегодня сделали то, что не сделал никто. За последние годы мы первый раз, когда в таком количестве, когда нас вообще позвали на телевидение, и где мы можем говорить не минуту-две, а конкретно говорить о наших, не прямо там о том, что плохо, а то, что хорошо, это очень важно. Это надо делать чаще, и я считаю, что те люди, которые нас смотрят, они должны понять, что это не предел, что они на инвалидных колясках или они там что-то у них ограничения какие-то, чтобы они, видя нас, поняли, что это не все потеряно. Мы рады, что вы у нас в гостях. Спасибо. Сергей, расскажите, какие методики в центре Артика создаются для ребят с ограниченными возможностями? В центре создаются методики по настольному теннису. То есть ребята приходят, тренируются, даем какие-то консультации, что неправильно, как правильно делать. Ну То есть учите деток то играть? есть учим ребят? деток, да, учим их играть, как правильно, даже ракетку держать, как у меня впервые было, неправильно ракетку держал. Но это со временем приходит. Ракетку держать, передачи, со временем приходит все. Ну, были достижения даже вот. Расскажите нам о ваших спортивных достижениях. Мои спортивные достижения это все вот, тренировки тоже по настольному теннису в основном. В большом теннисе пока только одна поездка была. А в настольном теннисе вот много раз нас приглашают в город Бендеры, в Тирасполь, там, где пока занимают 3-е места. Но это для меня это достижение, так как я вот недавно совсем настольным теннисом занимаюсь. Для меня это большое достижение. Ну, кубки есть, медали там приходят. Соседи там, кто говорит, о, Сережа, сколько у тебя медалей уже, это приятно слышать. То есть за уже. недостаточно небольшое время у вас уже Да, есть да. медали, кубки? Да, вот благодаря Сергею Анатольевичу тоже тренировки. В основном только тренировки. Спасибо, Марина. Давно вы занимаетесь искусствами, что способствовало этому? Ну, я уже занимаюсь где-то 3 года. Ну, я еще, видимо, молодой художник. Так что стремлюсь к этому, может, кого-то еще научить, потому что многие, когда я рисую у Сергея Анатольевича, то многие хотят тоже рисовать и говорят, что надо терпение, чтобы тоже их попробовать научить. А что обычно любите рисовать? Ну, обычно просят портреты, потому что многие хотят портреты, но люблю природу, я этого насыщаюсь сама. И когда начинаешь, это как-то не так, а когда уже концовка, это уже То есть лично для вас, вы для себя рисуете, но и для людей, которых просят? Да, бывают заказы. Она рисовала всех нас, всех, кто работает в Артике, всех нарисовала, всем портрет. Всем понравилось. Мы в будущем ознакомимся с творчеством Марины. Расскажите нам еще, может быть, вы участвовали в каких-то международных выставках или вот по Молдове, в каких выставках вы участвовали? Первая выставка только у Сергея Анатольевича была, потому что я в Кишиневе с февраля. И я только слышала Сергей Анатольевич, что за спортом что-то проводит. И тут меня пригласили с ограниченными возможностями. И попалась к нему, и мы так сдружились. Он говорит, давай у нас будет такое-то, такое-то. И так начали, где я тоже бильярд играла там у него, теннисом. То есть на изобразительном искусстве вы не останавливаетесь, вы продолжаете совершенствоваться и в спорте тоже? Да. Спасибо. Уважаемые телезрители, предлагаю ознакомиться с творчеством нашей гости Марины.
Ольга, вот такие вот талантливые гости собрались у нас сегодня в центральной студии. Передаем вам слово и надеемся, что в Камрате их не меньше. Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в его связи с миром, в ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда к элементарному образованию. Решить эту и многие другие проблемы помогает реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Фиданджик» города Камрат. У нас обычные занятия днем по развитию речи, по обучению гигиеническим навыкам, самостоятельность. Нас цель учить детей самостоятельности и обслуживанию себя, чтобы могли обслуживать. Многие дети у нас умеют читать, писать. Сотрудники реабилитационного центра ежедневно решают сложные задачи, связанные с социально-эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием этой категории детей, оказывают им всестороннюю помощь и поддержку, способствуя их успешной социализации. Они создают атмосферу психологической комфортности, окружают их вниманием и заботой, обеспечивают эмоционально значимое общение, организуют комплексную социально-психолого-педагогическую помощь. Сюда попадают люди не случайно, это однозначно, потому что к детям нужно, к нашим детям нужно иметь определенные качества. Человеческие в первую очередь, профессиональные во вторую очередь, и тогда уже что-то получается. Чтобы работать с такими детьми, просто нужно быть, я считаю, личностью, которая не видит в этих детях больных детей. То есть это обычные дети, но они в силу своего диагноза особенные, как мы их сейчас привыкли называть. Что я делаю? Ветки. Из чего? Правка. Еще? Сегодня в центре работают люди с призванием, помогают решать проблемы инклюзии и интеграции этой категории детей в общество. Вот такой краткий экскурс в реабилитационный центр «Фиданджик». И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор реабилитационного центра Валентина Георгиевна Микотина. Валентина Георгиевна, скажите, пожалуйста, как происходит у вас в центре выявление детей вот с какими-то особыми талантами, способностями? И какой чаще всего встречающийся диагноз у ваших деток? Таланты мы выявляем во время занятий. Мы проводим занятия со всеми детьми и смотрим, у кого какие склонности, лучше у кого что хорошо получается. И мы потом развиваем то, что у детей лучше получается. Обучаем всему детей, но стараемся трудовым навыкам, потому что, чтобы они могли уже и зарабатывать. Гриша, например, у нас очень полюбил бисероплетение, и вот он не полный год ходит, а вот посмотрите уже, какие работы вот сам он выполняет. Вот сегодня он пришел дома, уже выполнил вот эту работу. Вот это очень радует нас, потому что он и подарки дарит, и уже может зарабатывать на выставках. Выставляет свою работу, получает заказы. Так что думаем, что Гриша в дальнейшем сможет себе зарабатывать, сможет где-то даже открыть небольшой магазин по бижутериям или по изготовлению из бисера и сможет зарабатывать. Вы разрабатываете какую-то индивидуальную программу работы с каждым ребенком, занятий с каждым ребенком. Как это происходит? Да, у нас мы изучаем детей. И индивидуальная программа у каждого ребенка. На каждого ребенка пишем индивидуальную программу и работаем и с родителями, и с детьми. Смотрим, чему мы можем научить, как мы можем. Команда наша работает. У нас очень прекрасные педагоги работают, прекрасный у нас логопед, прекрасные воспитатели, работник.
они вот приходят с такой радостью на работу все время. Дети торопятся в центре, радуются, увидев нас. Это нас радует. Улыбка на лицах у наших детей – это наша награда. Мы всегда радуемся улыбкам детей. Если можно, вкратце, мы с Гришей познакомились в нашем сюжете и сегодня еще побеседуем. Какие детки, конечно, студия всех вместить не может. Какие детки еще талантливы и в чем? Расскажите нам, поделитесь. У нас и рисовать любят дети у нас, и спорт любят дети. Мы занимаемся как в садике, как в школе, мы стараемся развивать всесторонне их. Так некоторые, вот говорю, бисероплетение вот взяли как бы за основу и дома выполняют работу. Те дети, которые каждый день не могут посещать, они с родителями делают дома работу. Но мы выставляем, мы в Артика выезжали 5 декабря в Артика, выставляли свои работы. Все работы, что мы вывезли, все продали там. Вот. На сегодняшний день День влюбленных считается. Изготовили открытки с детьми на День влюбленных, и студенты педколледжа забрали все работы, уже продались наши. Также цветы, вот, такие цветы вот забрали, все продали. Так что после праздника дети наши получат, кто индивидуальные работы выставлял, получат деньги и смогут что-то себе приобрести. Это замечательно, что они готовятся с этих лет адаптироваться в общество. Я хотела еще вот о чем спросить. Понятно, что мы были и видели ваши занятия, они, конечно, производят огромное впечатление, но я так думаю, что не обходится без трудностей. На сегодняшний день реабилитационный центр в чем испытывает особые трудности? Что вам нужно? На сегодняшний день у нас самый актуальный вопрос – это транспорт. Мы не имеем своего автобуса адаптированного, специализированного. Даже на встрече вот, 5 декабря с Сергеем Афанасенко мы встречались, и я тоже то же самое сказала, как вам удалось автобус адаптированный получить. Вот пока мы свой автобус не будем иметь, Рафик, мы не сможем, и дети не смогут посещать центр так, как они могли бы посещать, получать те услуги, которые могли бы. Сегодня, вот, на сегодняшний день, чтобы на коляске ребенка привезти в центр, это надо, это как подвиг совершать, потому что по нашим дорогам, не очищенным от снега, ни один ребенок сегодня не может прийти в центр. А очень жалко. Мы ходим, вот вчера, например, воспитательница пошла к Вадику домой, потому что Вадик вот несколько дней не был. Вот трудности, вот то, что мы не имеем транспорт. И везде обращаемся. Мы уже написали на поле чудес наше письмо с детьми вчера. Это уже последняя надежда, чтобы транспорт приобрести. Потому без транспорта, вы знаете, нам очень жалко, у нас очень хорошие специалисты, могли бы больше дать. Как раз хотела спросить, в исключительных случаях вы осуществляете и работу на дому с детьми? Да не или как часто это бывает? Не исключительных. Мы у каждого ребенка много раз бываем дома. Просто мы должны и дома увидеть и показать родителям, как работать дома с ребенком, и в центре, и продолжать ту работу, которую мы делаем в центре, дома продолжать. И всячески стараемся помогать. Мы как члены их семьи. Уже вот работа с родителями, немножко раскройте ее, как вы что-то объясняете им, да, учите их. Мы проводим круглые столы, специальные занятия, берем тематику, и по тематике обучаем, как с ребенком работать. Берем по диагнозу тоже. Разные круглые столы проводим и обучаем. Изучаем, спрашиваем родителей, какая тема больше их интересует. И проводим, обучаем. Вот уже 2-й год мы выезжаем на море с детьми. Значит, 40 человек и в прошлом, и в этом году выезжали. Значит, там тоже не просто выезжают, чтобы лечь и загорать. Там проводятся занятия по обучению прав людей с ограниченными возможностями. Тренинги какие-то, обязательно, обучающие разные тренинги. И по трудовому воспитанию выезжают педагоги наши и обучают именно родителей вместе с детьми. Там вместе занятия проводятся такие.
В лагерь каждый год мы выезжаем тоже. И мы сотрудничаем тесно с организацией «Мотивация Кишинева», Игорь Мириакли. Вот они организовывали лагерь «Вадалу и воды». Мы всегда с ними тоже выезжаем. Эти лагеря, они адаптированы для вашей категории детей? Адаптированы да? для пользователей колясок. И мы там были дети из Таракли, из Кагула, с Аргеева, с Камрата, с Кишинева, да. И вот уже потом эти родители, пообщавшись, они уже обучают родителей обмениваться телефонами, скайпом, и уже потом они друг друга обучают, как они вышли с этой ситуации, как они через эти трудности проходят, обучают адресами, обмениваются, и очень большая помощь, потому что уже такая вот связь и больше помощи, конечно, когда больше встречается. Валентина Георгиевна, еще такой вопрос хотелось бы задать. Как на центре отразилась политика инклюзивного образования? На центре как отразилась политика, да, ну, мы уже 4-й год как занимаемся инклюзивным образованием. Мы открыли в 4 школах инклюзивные классы с помощью фонда САИР. И там работает эти классы. В Чекмайдане, Кангазе, Кирсово работают эти классы. У нас в 7-й школе в Камрате проводили с учителями семинары. Вместе с учителями Ассоциация женщин, как говорю, Светлана Панаитова вывозила их в Кагул. С учителями выезжали на семинар. Выезжали в Кишинев и в центр Спиранца. Там есть инклюзивные классы, давно работают. Школа инклюзивная есть. И учителя с Камрата смотрели там занятия. Ну, наша организация, Ассоциация вдохновения, раньше начала заниматься инклюзией. И вот очень много работ мы проводим. Много учителей обучили, да? Много школьников, много в школах проводили специальные беседы в классах с учениками, с психологами, семинары проводили. Мы проводим большую работу. Я считаю, что у нас благодаря вот ассоциации немножко поставлена работа по инклюзивному образованию. Спасибо. Сейчас я хотела бы побеседовать с Гришей. Вы поможете мне? Гриша, скажи, пожалуйста, тебе нравится ходить в центр? Нравится ходить в центр. А чему ты научился в центре? Научился талант смыться. Ты много цветов уже сделал? Что ты потом делаешь с цветами? Что потом делаешь с цветами? Много ты делал цветов уже? Много? Много. А что потом с ними делаешь? Воспитание. Что с ними делаешь потом? Продаешь? Да, продаю. Продаешь, да, молодец. А зачем ты их продаешь? Что делаешь потом с деньгами? Что потом делаешь? Продал, купил кофту, куртку. Куртку купил, кофту купил. Молодец. Да. Вот Гриша сам зарабатывает уже. И я хотела спросить Екатерину Родионовну. Конечно, умница, мальчик, вы живете вдвоем. Скажите, пожалуйста, вот о трудностях, понятно, что без трудностей быть не может. Что положительного что положительного в центре вы видите? Помощь какую от центра? Ну, как он начал туда ходить, в реабилитационный центр, и научился многое чего. И цветы, и деревья делает. И помощь от него есть хорошая. Спасибо, Валентина Георгиевна, что дали ему аппараты слуховые, получили мы аппараты. Мы очень радуемся. И большое им спасибо, воспитателям спасибо большое. И еще он учится у нас дома, на дому. Приходят учителя с первой школы, очень добрые, хорошие учителя наши. И директор первой школы, спасибо большое, что такое большое внимание есть нашему мальчику. И он учится.
Вы вот предполагаете уже на будущее, чем он захочет заняться, чем он сможет в жизни заняться? Посмотрим дальше. Пока он любит это, цветы делать, деревья, посмотрим дальше, что. Сколько вот за время он ходит в центр меньше года? Меньше года. Меньше года. Да. Сколько за это время уже таких изделий он сделал? Много делал, очень много. И дарили, и продавали мы. Спасибо. А как он там с ребятами сдружился, как он находит общий язык с ними? Да. Он подружился с детьми, и каждый день он тянет его туда. Но когда у нас свободное время, мы идем туда, но больше на учебу внимания. Я желаю вам успеха, но хотелось бы все-таки услышать, с какими проблемами больше вы дома сталкиваетесь? Ну, бывают проблемы, что делать. Он слушается, и что мы говорим, он все делает. Выполняет. Выполняет, все делает, слушается он очень. Молодец. Наталья, вот наши гости рассказали о своих успехах, о своих проблемах. Теперь слово передаем вам. Спасибо студии АТВ, уважаемые гости. Мы увидели сюжет, снятый из студии АТВ. Что можете сказать о реабилитационном центре в Камрате? Я хочу сказать, что вот этим людям, которые там руководители, им надо поставить памятник. Потому что если вот кому этот маленький мальчик, который вот сейчас там сидит, который уже умеет все так делать с бабушкой, вот кому, вот что бы он делал бы один бы дома бы, и какую пользу они приносят, что там к ним приходят эти люди в Камрате, не в городе, не в столице, где все как бы приспособлено более-менее, да, это огромный плюс, что они делают. И хочу вам сказать, что вы, наверное, многие, наверное, знают фильм такой «Список Шиндлера» есть, там была очень хорошая фраза: человек, который спас одну жизнь, спасет весь мир. Это действительно им надо поклониться, вот, особенно Валентине, которая столько силы, и вот этим логопедам, потому что то, что они делают, это огромный плюс, огромный, потому что это на самом деле очень тяжелый труд. Это человеческий фактор, эти дети, они, и то, что этот мальчик сейчас сидит и разговаривает, и в студии, это у него очень большое будущее. И чтобы вот по поводу того, что они говорят, что проблемы, поверьте мне, те же проблемы и в Кишиневе, тем же транспортом, не так все просто, как появился у нас автомобиль, у меня, вот как я за рулем с лифтом, со всеми. Но это возможно, это не надо опускать руки, потому что и даже на уровне Камрата, и на уровне руководства района, это не такая уж большая проблема, просто нужно до них достучаться и объяснить, потому что на самом деле самая большая проблема это то, что у нас не работает закон о благотворительности и спонсорстве. И бизнесмены, как бы, может быть, они и хотели бы помочь. Но если руководство правильно к этому подойдет и поговорит с бизнесменами, и где-то освободит от налогов, где-то основные, которые такие монстры, которые работают, которые большие компании, это не тот вопрос, который бы можно было бы так сложно. А то, что касается, если будут переживать по поводу лифтов, то если будет автомобиль, мы подарим лифты. Есть лифты у нас. Я лично привезу этот лифт и поставят. Главное, чтобы был автобус. Это, я думаю, что просто вот то, что мы сейчас увидели, это начало. И я думаю, что, может быть, совместными действиями, может быть, мы приедем в гости, тоже поговорим, пообщаемся и сможем достучаться, чтобы действительно был автобус, потому что транспорт – это самое главное сейчас. В центральной студии вот уже возникла идея о сотрудничестве, это очень отрадно. Сергей, расскажите нам, как вам ребята из реабилитационного центра в Камрате? Ну, ребята, смотрю, молодцы, трудятся, хотят что-то в будущем добиться. И хочу им пожелать только удачи, чтобы у них было все отлично. Спасибо. Марина, вот мы увидели, что в Камрате люди с ограниченными возможностями сталкиваются с трудностями. Насколько Кишинев обустроен для людей с ограниченными возможностями? Ну, смотря где, если там мало где пандус, когда доехать до Сергея Анатольевича туда, там где спорт, то там тоже и бордюры, и это все. Иногда стоят там и машины, и проехать тяжело. Да, то есть, несмотря на то, что столицы и регионы, трудности есть везде, и они везде одинаковые.
не засматриваются на то, что там нужно проехать с ограниченной возможностью. Знак стоит знак, и даже при наличии знака возле нашего центра его просто взяли, свернули, сделали из него треугольник и ставят машину на тротуаре, и мы не можем даже к себе проехать. И это очень сложно. И вызываешь и постовую службу, и всех это, потому что это все общество просто не готовы к этому моменту. И радует, конечно, что появились пандусы, делают дома, но прямо видно, вот если, допустим, новый дом строится или там что-то переделывается, если человек, который архитектор, знает эту ситуацию, он сделает как правильно, или позвонит нам, и мы объясним. Но если нет, то, как правило, это большой угол, ну и знаменитые швеллера, которые ставят железные эти рельсы, которые ставят по всей республике. Мне кажется, что если эти рельсы сделать субботники, собрать все эти рельсы, можно будет сделать очень много денег заработать и сдать их на металлолом, потому что рельсы стоят везде. Это какой-то бич. Они все считают, что мы на колясках, у нас у всех одинаковые коляски, и мы по этим рельсам можем спуститься. Хотя хотелось бы посадить этого архитектора на колясочку и попытаться его спустить с этих рельс, как он будет двигаться. Но чуть-чуть потихонечку меняется, но очень тяжело, потому что это должно быть все на уровне закона. Мы сколько говорили в правительстве, сколько говорили вообще на самом высшем уровне говорили. Нам все пытаются, эта тема всегда одна и та же. Давайте мы вас будем любить, давайте как вот в Европе. Поверьте мне, в Европе, сколько раз мы были, нету там такого, что прямо там тебя прямо радуются и все. Там есть выполнение закона. Первый раз ты не сделал это 55 тысяч евро, второй раз 110. Все, не надо нас любить. Сделайте закон, который будет ограничивать то, что человек не может открыться, или вот вы даже не представляете, раз такая возможность появилась, в Кишиневе можно заехать, может быть, в одну аптеку, в торговом центре только в одном. Все аптеки заехать на коляске инвалида нельзя. В церкви нельзя заехать на инвалидной коляске. Большие комплексы, стоянок нету для колясочников. Почему? Потому что общество не готово. И вот такие вот передачи, такие встречи, как мы с вами общаемся, то, что мы можем это сказать, может быть, действительно нас кто-то услышит и кто-то увидит, и, может быть, люди действительно поймут, что мы есть, потому что на самом деле это большая категория людей. И большое количество, и на сегодняшний день в Молдове это больше 171 тысячи инвалидов. Это огромное количество людей. И они есть, мы сейчас сидим с вами, они лежат в больнице, они через год придут в реабилитацию, сядут на коляску и будут должны куда-то выйти, даже в ту же больницу. Мы надеемся, что рядом с ними окажутся такие люди, которые в свое время оказались рядом с вами. Марина, расскажите нам, с какими трудностями, кроме этих, вы еще сталкиваетесь в повседневной жизни? Может, Сергей еще добавит? Какие трудности? Я даже не знаю, я это не могу сказать, так как я на коляске не езжу по городу. Бывают иногда небольшие трудности, но не сталкивался с такими трудностями, чтобы проехать где-то на коляске. Я не могу такого сказать, потому что я не езжу на колясках, да, у меня там... Не могу ничего сказать об этом. Марина, а вы? Марине больше. Ну, тоже, конечно же, как обычно, как сказал Сергей Анатольевич, что пандусов то слишком большой подъем, и если подняться по лестнице... Маленькой хрупкой девушке сложно, да? Да. У нее желание есть, это очень... Это самое главное. Желание да. Преодолевает все трудности. Сергей Анатольевич, расскажите, вот вы в 2002 году были награждены орденом Мериту Чивик, а в 2007 году орденом почета за проведение Года молодежи среди людей с ограниченными возможностями. Расскажите нам об этих достижениях, об этих наградах. Ну, это радует то, что было замечено, было руководством страны замечено, потому что мы провели больше 17 мероприятий, когда был Год молодежи, и мы проводили вот эти равные возможности, все чемпионаты проводили. У нас приезжали люди из Беларуси, с Украины, с Польши, с Германии. Очень такой был насыщенные годы были. Мы прямо ездили сами тоже на мероприятия везде. И видно было замечено, что это не... Я считаю, что был тот переломный момент, когда мы ушли от того слова «инвалид» и наконец-то стали говорить ограниченные возможности, потому что это было на самом деле, поверьте мне, очень тяжело. Но так как каждый четверг мы приходили в правительство на заседание комиссии по гуманитарной помощи, и так получилось, что там было 4 человека на коляске, я еще 3 моих товарища.
И мы потихонечку на уровне премьер-министра говорили, премьер-министр вызывал нас, нас знали, нас потихонечку начали привлекать. Ну и еще, наверное, большую роль сыграла, это я считаю, что большую роль сыграла, когда я был в 2009 году депутатом парламента. Это было вообще необычно, потому что я был первый человек на коляске инвалидной, который был в парламенте. И поверьте мне, если вы сейчас возьмете любые фотографии и любое видео, вы меня не найдете нигде, вот как будто меня не было депутатом, потому что я всегда заходил на все заседания парламента только с задней стороны зала дружбы, в лифте, где поднимают продукты в столовую. Я никогда у меня нету ни на одной фотографии на общей, на лестнице, еще нигде, потому что везде были неудобства. И как я пробирался на заседание парламента, будучи депутатом парламента, только я один знаю, это можно снимать кино. Это потому что я ничего не приспособлено было. И поэтому я знаю не понаслышке. И... Хорошо, что вы это все с юмором воспринимаете. С юмором, но когда у тебя остается 15 минут, и ты думаешь, как попасть в зал заседания, а человек с отверткой не пришел лифт открыть, и ты не можешь подняться, потому что это, конечно, грустновато. Но я считаю, что то, что нынешнее положение, то, что я смог объяснить этим людям, которые новые, то, что в новом парламенте, это вообще это какое-то чудо. Мы поставили лифт для колясочников и сделали пандусы и туалеты для колясочников. Я считаю, что это очень большое достижение. И все-таки это из-за того, что я был на коляске, и они знают, что есть такие люди. Потому Трудности. Что не важно то, что я сейчас не депутат, но если в дальнейшем люди должны, это же не значит, что если я был депутатом, что все, кто-то может попасть, кто-то будет по спискам, кто-то независимый депутат. И человек может просто даже прийти, даже к депутату прийти на коляске на консультацию, он не сможет попасть. Сейчас это более-менее становится возможным, хотя тоже есть свои минусы. Завтра мы будем в парламенте на день открытых дверей, мы увидим эти минусы, но тем не менее, хотя бы так. А расскажите нам еще, с какими видами спорта вам пришлось столкнуться, познакомиться? Если говорить о спорте, то так как я в дальнейшем предполагаю, что мы возглавим паралимпийское движение, потому что сейчас у нас паралимпийское движение как бы не работает в Молдове так, как надо. Там есть человеческий фактор, очень много проблем. Но если мы сделаем паралимпийский новый комитет в новом составе, и я всегда, даже не из-за этого хотел, так как я лидер, и так как я говорю, как паровоз иду вперед первый, то я был в 2008 году 4-й в Европе по толканию ядра, 6-м в диске и 8-й в копье. Я попробовал легкую атлетику. В большом теннисе я уже говорил свои достижения. В настольном теннисе я примерно где-то вхожу в сотку в своем классе. Проба в бильярде, я первый, 11-й год уже по русскому бильярду среди колясочников СНГ. 3-й в пуле по Европе примерно так получается. 3-й или 4-й в зависимости, если на соревнования поехать. Кроме этого я участвовал в дартсе. У меня тоже очень неплохие результаты. И вот буквально 2 месяца назад я поехал с Сергеем Соколовым, мы были первые 2 дня пробные были в бассейне в Тирасполе. И как-то так получилось, что я остался там на 2 недели, благодаря своим друзьям и спонсорам. И плавал просто для себя, а теперь потом оказалось, что у меня 10-й результат в мире на спине брасом. То есть я как бы теперь могу еще и плавание. Но все это я делаю для того, чтобы... Посоревноваться и в этом виде спорта. Я это делаю для того, чтобы я мог правильно объяснять людям дальше, как это, и чтобы я это знал на себе. Это не значит, что я буду все это делать, потому что, поверьте мне, это не так-то просто. Даже поплавать 3 раза в день на коляске, доехать до бассейна, выйти, зайти, это очень сложно. Но это действительно немыслимые достижения. Мы знаем, что в 2008 году вы были на Паралимпийских играх в Пекине. Да. Может быть, вы что-то новое узнали там? Я узнал там правду жизни, так называемую, потому что в Пекине, когда я был, то я поехал туда с радужными намерениями. Я думал, что там очень все прямо мечтают о том, как мы заниматься должны спортом, на колясках. Оказалось, там все очень сложно. Там есть классы, которые в основном там берут людей на колясках, там очень сложно все пробиться. Надо иметь очень, очень большое мужество, очень много сил. В основном там люди, которые плохо ходят, потому что есть там нюансы какие-то. Но когда я оттуда приехал, я набрался туда очень, потому что я пообщался практически со всеми президентами паралимпийских комитетов, увидел, как это делается. И это способствовало тому, что вот после Пекина, вот эти 2 года, до 2010 года мы почти сделали
больше 200 мероприятий мы провели с ребятами на колясках. Потому что самое главное это селекция. Потому что когда мы проводим чемпионат Молдовы и едем куда-то на чемпионат Украины, когда селекция, это вот то, что мы говорим. Вот видите, в Камрате есть центр. Вот есть мальчик, он, допустим, сейчас он делает эти лепесточки, делает листочки, все, молодец. Но кто знает, может быть, он в спорте, если его привести в спортзал, может быть, он лучше. Может быть, он будет лучше в баскетболе, может быть, вся на коляске что-то сделать. Это и есть селекция. Мы благодаря вот таким центрам должны выбирать этих детей, и пока они молодые, должны их брать и двигать вперед. Потому что если он рисует, хорошо рисует, но кто-то может рисует хорошо, кто-то плавает, кто-то это. Это очень важно благодаря вот этим центрам этим. У нас в центральной студии уже возникли некоторые идеи сотрудничества. Мы передаем слово Камрату. Спасибо, Наталья. Мы готовы продолжить диалог. Я хотела спросить Валентину Георгиевну. Валентина Георгиевна, вот речь шла о Кишиневе, это все-таки столица. А как Камрат наш сегодня приспособлен или устроен для людей с ограниченными возможностями? Конечно, Камрат уже устроен. У нас куда может попасть человек, пользователь коляски. Это исполком сейчас имеет пандус, поликлиника имеет пандус. При Марии не попадет никак, там очень много ступенек, пару новых аптек, и да, магазин новый построился. Вот. Так просто не понимают, что это очень важно. Очень трудно. Практически по улице невозможно. Да, вот гости в центральной студии говорили о селекции. Мы видели у вас в центре замечательный спортзал. Да. Расскажите, пожалуйста, кто помог оборудовать этот спортзал и что могут в условиях этого спортзала делать дети? У нас это тренажерный зал, он небольшой, но так как у нас одна группа на 12 человек, другая тоже на 12, дети могут 12 человек спокойно там заниматься в тренажерном зале. Это не спортивный зал, тренажерный, там тренажеры разные, гимнастику проводим, там больше на улице занимаемся. Но у нас дети очень любят в шашки играть. Нас могут пригласить, мы можем участвовать в Кишиневе, пожалуйста. Гриша очень хорошо играет в шашки, еще у нас есть дети играют в шашки. Да, и по селам тоже есть дети играют. Так что можем играть в шашки, соревноваться с Кишиневым. Вот. Что мы еще умеем? Рисовать умеем очень хорошо. Так что я хотела бы задать вопрос немножко о вас. Как получилось, что вы выбрали эту работу, и как вам удается в таких условиях сохранить оптимизм и энергию? Мы открыты с помощью Фонда социальных инвестиций Молдовы. Вам лично, Валентина Георгиевна? Ну, я пришла к тому, я работала в садике много лет, директором садика, и приходили родители, которые безысходное положение у них было. Вот, мальчик один приходил все время возле мусорки, игрался там больной. Вот, и когда вот предложили нам с управления образования, с исполкома, предложили, что Фонд социальных инвестиций объявил грант, мы участвовали в гранте, выиграли грант и открыли. Это проект партнерский с Примарией, в дальнейшем все текущие расходы Примария. У нас очень хорошие отношения с Примарией. Примария нас, все расходы Примария берет на себя. И вот это очень хорошо, потому что питание детей бесплатное, зарплаты все сотрудники наши имеют, очень хорошо. Возникающие вопросы Примария очень легко решаем. Николай Харлампович, когда мы не придем, он никогда нет не говорит, даже если что-то там нельзя, тоже вот он обещал нам, что с помощью фонда ТИКа он договорится и транспорт у нас будет, вот мы ожидаем, верим и думаем, что в скором будущем будет, но все равно всем говорим, что нет транспорта, а вдруг кто-то раньше нам найдет транспорт. Правильно, надо использовать все возможности, потому что дети это ждут. Да, наше руководство к нам очень хорошо относится, и исполком, и Примария, но так как мы на бюджете Примарии, у нас не возникает вопросов. Возникающие мы решаем быстро, потому что хорошее отношение к нашим детям, к сотрудникам, очень хорошее отношение к Примарии. Я хотела поговорить с бабушкой и сказать бабушке, вот вы, сейчас у вас есть возможность, уникальная возможность, наверное, все-таки высказать свои пожелания о тех, которые сегодня нас видят и, может быть, что-то могут сделать для центра.
У нас очень скромная бабушка в студии. Гриша, ты хочешь передать привет своим друзьям? Привет. Да. Друзья. Привет. Да, Помаши скажет, друзьям, спасибо. скажи привет, друзья. Вот они теперь тебя видят, скажут, Гришу показывали по телевизору. Валентина Георгиевна, у вас тоже возникла возможность, может быть, задать какие-то вопросы или пообщаться с гостями в центральной студии? Да, я хочу узнать, Сергей будет участвовать на паралимпийских играх, или кто-то с Кишинева будет участвовать? Наталья, наше время подходит к концу. Вы слышали вопрос, адресованный вам. Я могу сказать, что за период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными возможностями. Сегодня это результат духовной эволюции общества, на котором встречаются как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры заботы и милосердия. Сегодня наглядный пример вы видели у нас в студии. А я напоминаю, что с вами была Ольга Третьяк в студии АТВ. Всего доброго. Спасибо, Ольга, за участие в нашей сегодняшней передаче. Мы обязательно ответим на вопрос. Уважаемые гости, Сергей Анатольевич, вы можете ответить на вопрос студии АТВ. Очень приятные слова. Спасибо за приятные слова ведущие. Очень сказано грамотно, емко и конкретно, как говорится, прямо, как говорится, в самую точку. А по поводу Паралимпийских игр мы готовимся сейчас к Бразилии в 2016 году, так как в Сочи мы не представляли, так как зимние виды спорта очень тяжелые для Молдовы пока мы будем готовиться уже в Южную Корею в 2018 году. А в Бразилию мы будем готовиться по большому теннису, настольному теннису и в легкоатлетике. То есть об этом еще узнают. У нас в Молдове я думаю, и не что, только. Ну, благодаря тому, что вы первый раз нас уже позвали сюда, я думаю, что вы нас еще раз позовете, и мы более детально уже по спорту еще раз более скажем, чтобы выбрать, так, может быть, кто-нибудь заинтересуется из районов, и будет у нас еще новые пополнения спортсменов. Спасибо. Время передачи действительно подходит к концу. Время подвести итоги. Сергей? Да. Ну, хочу, во-первых, тоже вот как сотрудничать с Камратом, допустим, какие-то между ними там мастер-классы, допустим, дать по настольному теннису. Если захотят ребята, пожалуйста, мы не откажем в этом, только двери открыты, как говорится. Спасибо, я думаю, что они только будут рады. Марина? Молодец, вот мальчик, это то, что он занимается вот творчеством, рукоделием. Многие есть, которые в селах, которые тоже могут это делать, есть это доступ и к интернету, они могут и там учиться, и там можно найти какую-нибудь организацию с ограниченными возможностями, и когда будут какие-то выставки, они тоже могут, даже если слабые руки, они могут развивать, там, наклеить цветной бумагой или еще какое-то, главное, что это стремление, это будет развиваться. Спасибо. Сергей Анатольевич. Что могу сказать? Знаете как, девиз должен быть такой, как говорят, как по-татарски вперед, алгы, а назад. А назад у нас нет, мы разворачиваемся и алгы. Все время идти вперед. И самое главное желание. И самое главное никогда не опускать руки, потому что то, что человек оказался в какой-то ситуации, неважно, плохо ходит он или на коляске, поверьте мне, неограниченные возможности, пускай они будут называться безграничные возможности. Поверьте мне, можно сделать больше, чем даже люди на ногах. Это должны знать все. Спасибо, что были сегодня с нами у нас в гостях. У нас в гостях сегодня были Сергей Афанасенко, главный специалист Центра Арктика по вопросам людей с ограниченными возможностями, Сергей Соколов, методист Центра Арктика, спортсмен, и Марина Векю, художник. У них нет рук, а у нас есть, и, видимо, поэтому мы все реже протягиваем друг другу руку помощи. У них нет ног, а у нас есть. Но некоторые из нас не упустят возможности здоровыми ногами пнуть бездомного котенка. Они остро нуждаются в слуховых аппаратах, которые стоят втрое дороже диктофонов и подслушивающих устройств, которые мы опять же создали исключительно в угоду своим прихотям. Зато мы, люди, слышащие скрип соседской кровати, иногда не способны услышать, как стучит чье-то обиженное сердце. Некоторым из них так нужен поводырь, но именно для себя мы придумали навигаторы. А еще мы мастерски умеем закрывать глаза на чужую боль. Именно для них предназначены места в общественном транспорте. Но и тут многие из нас не торопятся уступить, притворяясь спящими. А порой они сжимаются над нашими жалостливыми взглядами. Ведь что, а ужалить жалостью – это мы умеем. Они живут на крошечное пособие, когда мы примерно такую же сумму тратим на собачий и кошачий корм. Стыдно признаться, но это мы в какой-то степени инвалиды души. А они – люди с неограниченными возможностями, что и доказывают их неоднократные достижения. С вами была Наталья Нейковчина.